Вы смотрите новости в прямом эфире, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. На трассе Колыма-Якутск-Магадан произошел сход оползней и размыв проезжей части. Из-за этого закрыто движение для всех видов автотранспорта. В Амге проводят ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. Расскажем, как прошли ремонтные работы во всех котельных районах. История спасения детеныша косули закончилась съемками животного в эпизоде якутского фильма. В связи с ливневыми дождями произошел сход 8 оползней и размыв проезжей части протяженностью 20 метров. Из-за этого закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке с 599 до 610 километра федеральной автодороги Р-504 Колыма, Якутск-Магадан. Объезда нет. Для ликвидации последствий оползней дорожными службами продолжаются восстановительные работы. Задействовано более 20 единиц спецтехники. ФКУ Упрдор-Вилюй призывает автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению до полного открытия движения автотранспорта. Ведется круглосуточное дежурство. В местах скопления автотранспорта дорожными службами организованы пункты питания. Ликвидированы все пожары на территориях Горного и Намского районах. В целом, на данный момент в республике действует 55 лесных пожаров. Глава региона поставил перед оперативными штабами районов задачу активно ликвидировать оставшиеся пожары в течение последующих 2 дней. Также в ближайшее время будет организован вывод сил из территорий, где пожары уже ликвидированы, для того, чтобы усилить работу там, где она необходима. В первую очередь на сегодня это Усть-Майский район. Также в Чурапчинском районе сегодня действует один лесной пожар. Вчера в данный район направлены 4 единицы военной техники, которые дополнительно прибыли по железной дороге. В населенных пунктах Усть-Майского района задействованы специалисты МЧС России. Проводятся работы по расширению минерализованных полос, тушению отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров. А авиация ведомства слито 200 тонн воды и передислоцировано 58 человек. Перевезено 8 тонн груза. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов Якутии выполнены. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Тем временем Напсовет Алроса одобрил выплату 200 миллионов рублей на восстановление села Бяськёль в Горном районе. Средства будут направлены на восстановление жилых домов и объектов хозяйственной инфраструктуры, сгоревших во время лесных пожаров. Финансирование будет направлено через Республиканский целевой фонд будущих поколений дополнительно к ежегодному взносу Алроса. Здесь стоит отметить, что в феврале этого года Алроса и целевой фонд официально продолжили сотрудничество, в рамках которого фонду оказывается целевая финансовая поддержка на решение социально значимых задач на территории республики. Это строительство новых объектов культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, обучение детей на уровне лучших мировых стандартов и защиту окружающей среды. Также компания плотно взаимодействует с руководством Якутии в этот непростой период, оказывая посильную помощь. Так, переданные средства позволят людям как можно скорее вернуться к нормальной жизни и поддержат их в тяжелой ситуации, уверены в руководстве алмазной компании. В свою очередь, жители пострадавших сел выражают свою признательность. Услышали эту новость и очень обрадовались, что уже быстро так выделяют деньги. Мы очень хотим, чтобы наши дома в кратчайшие сроки восстановили, чтобы наши жители быстрее зашли в свои дома, благоустроенные, красивые, светлые, и жили как раньше. Мы очень счастливо жили. У нас все у нас было. И хотим, чтобы наша жизнь стала лучше. Также о помощи всем пострадавшим от лесных пожаров говорили сегодня и на заседании правительства республики. Отчитались по всем направлениям, по которым ведется сегодня помощь. В целом же на повестке было рассмотрено 23 вопроса. При этом в ходе заседания было принято порядка 20 постановлений и 2 законов. В том числе один из самых важных пунктов – это вопрос о передаче полномочий в части проектирования населенных пунктов из арктических районов федеральному центру. Кроме того, члены правительства обсудили и проблему занятости выпускников высших и средних учебных заведений. Сегодня порядка 10 тысяч студентов выпускается, и все они со стажем 0. Поэтому мы взяли на себя такое обязательство проводить обязательную стажировку для всех выпускников,
которые сегодня вот выпускаются, и, соответственно, оплачиваем, договариваемся с предприятиями и будем оплачивать даже их работу в виде стажировки. В Амге проводят ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. С июля месяца идут ремонтные работы по замене аварийных котлов в котельной АСОШ-1. Подробнее расскажем в нашем сюжете. В начале этого года произошли технические нарушения в котельных Амгинского наслега АСОШ-1 и АСОШ-2. Низкие температуры долго сохранялись в образовательных учреждениях и жилых домах, которые подключены к этим котельным. С июля месяца работники Амгинского филиала ГУП ЖКХ начали установку новых котлов, которые были привезены из Ижевского завода. Зимой в авральном режиме мы смонтировали один котел мощностью 1,8 мегаватта. И, как говорится, он и очень сильно помог зимой. Если бы его не было, может быть, были бы такие тяжелые, как говорится, времена. Ну, нынче мы дополнительно поставили 2 котла, полностью оборудование, полностью новые циклоны, дымососы, очистная система, полностью все новое. И надеемся, в этом году мы в полном режиме выдадим тепловую нагрузку для наших потребителей. Помимо аварийного котельного АСОШ-1, работники ЖКХ также провели реконструкцию в котельной АСОШ-2, где они провели работу по замене еще 2 котлов. Произвели смещение котлов, то есть увеличили немножко пространство в котельной, но это как бы для нашего удобства. Да? А в основном мы тоже переделываем газоходы, то есть дымовые трубопроводы, да, чтобы улучшить тягу. Сейчас весь объем работ ведут сварщики хозяйства. Благодаря им все ремонтные работы закончатся в срок. Сейчас вот увеличиваем дымоходы, ставим циклоны, пылеуловители. Вот это вот. Чтобы воздух зола не летела. Материал есть, поставка хорошая. Благодаря мастеру нашему. В летнее время работники ГУП ЖКХ провели ремонтные работы во всех котельных района. Запуск котельных будет произведен согласно графику 7 сентября. Лия Яковлева, Тамара Сметанина, Михаил Юмшанов, НВК «Сахар». 10 лет медсестры и санитарки носят беременных и рожениц буквально на руках. Дело в том, что в единственном родильном доме Хангаласского улуса вот уже 10 лет неисправен лифт. Медперсонал, а это в основном женщины, вынуждены сами носить тяжелых больных или постоперационных женщин с этажа на этаж на носилках. Почему лифт не ремонтируют и долго ли это будет еще продолжаться, узнавала наш корреспондент Виолетта Засимова. Здание Покровского роддома построили в 1998 году. Трехэтажное, добротное и красивое здание. В первые годы оно было чуть ли не главным украшением города и вызывало восхищение у жителей и гостей. С тех пор прошло 23 года. Сейчас, подойдя к роддому, можно увидеть неприглядную парадную лестницу с побитой плиткой, а внутри здания, если присмотреться, заметны обветшалости. Но самое главное – боль как персонала, так и пациенток – неисправные лифты. К нам поступила девушка экстренно. Ходить нельзя, ей было с кровотечениями. Лифт не работает. Оказалось, что 10 лет уже не работает. А гинекология находится в 3-м этаже. Больную поднимали хрупкие медсестры на руках. Персонал уже смирился и просто делает то, что должны делать. По словам персонала, первый лифт перестал работать в 2008 году, второй – в 2012 году. Были попытки починить их, но безуспешно. Конечно, вызывали и электриков, ремонтников, и пытались они ремонтировать. Сказали, что по тем временам требовалось 1,5 миллиона, сумма озвучивалась, а сейчас на полную замену требуется 7 миллионов рублей. Вот. То есть они уже неисправны? Они неисправные, полностью надо заменять. В здании роддома еще ни разу не проводился капитальный ремонт, лишь местами косметический. Помимо неработающих лифтов, необходимо обновить систему теплоснабжения. Об этом говорит и сам персонал. Также роженицы жаловались, что в зимнее время дует из окон. Спасают ситуацию теплые полы. Мы, конечно, пытались, и когда кандидаты в депутаты приходили разных уровней, ну и администрация, районы и так далее, чиновники другие тоже, когда были у нас на встрече,
на встречу приходят. Мы им все время, конечно, задаем этот вопрос. И пытались тоже они найти выход, но, видимо, сумма очень большая. Но страдания рожениц и акушерок не продлятся долго. По словам руководства Хангаласской центральной районной больницы, роддом стоит в списке на капитальный ремонт в следующем 2022 году. Объемы и источники финансирования пока неизвестны. Телеканал «Якутия-24» продолжит следить за развитием событий. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В новом учебном году в 6 учреждениях профтехобразования распахнут свои двери учебно-производственные мастерские для качественной подготовки кадров. Из них 4 мастерские откроют в Жатайском техникуме в рамках национального проекта образования. Преподаватели также прошли профессиональную подготовку по новым дисциплинам. В новых мастерских студентов будут обучать таким компетенциям, как обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, мехатроника, мобильная робототехника и сборка корпусов металлических суд. Тем самым в современных мастерских будут готовить квалифицированные кадры для строительства Жатайской судоверфи. Подобные мастерские также организовали в Нерюнгринском и Мирнинском техникумах, в Якутском медицинском колледже и инфраструктурном колледже СВФУ. Детеныша косули по кличке Кайсо, которого на одном из островов спасли неравнодушные якутяне, сняли в эпизоде фильма кинорежиссера Константина Тимофеева. Спасенный людьми детеныш сыграл небольшую роль в новом фильме «Лоокут Вона Нюргухун». Режиссер отметил, что до места съемок Кайсо добрался спокойно и даже засыпал по пути. Напомню, новорожденного детеныша косули спасли на островах близ Якутска в начале июня. Поначалу косуленок был слаб, но после осмотра ветеринаров и капельницы почувствовал себя лучше. В данное время он содержится в контактном мини-зоопарке «Зоополис». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.